Просмотр ленты совместно организовали офис конгрессвумен Марси Каптур и посольство Украины в США. В Украине тысячи людей умерли, защищая свободу. Для меня остается шоком, что на Западе так мало об этом сообщают. Это мы показываем в 21 веке, как надо жить, как надо защищать свое будущее. Фильм посмотрело немало помощников конгрессменов и сенаторов, а также правительственные работники. Я все еще под впечатлением от фильма, от идеи свободы, страсти людей, их желания преодолеть репрессивное правительство. Я историк по образованию и пришла, чтобы узнать что-то новое. Но я была настолько эмоционально поражена, я чувствовала, что была вместе с украинским народом. На показ в Конгрессе пришла и бывшая ведущая Russia Today Лиз Уолл, которая заявила о своем уходе в прямом эфире в знак протеста против лжи о событиях в Украине. Фильм показывает, что на Майдан вышли разные украинцы. Там были студенты, учителя, женщины, мужчины, старики. Все вышли вместе ради общего будущего Украины. И это прямо опровергает российскую подачу событий, которую я видела, что, мол, оппозиция была бандой преступников, фашистов и неонацистов. Режиссер фильма Евгений Афиниевский выглядит усталым и встревоженным. Последние дни перед «Оскаром» даются ему нелегко. Для меня, как для человека, который был там с людьми, которые стали моей семьей, потому что я со всеми на связи, я чувствую какую-то ответственность перед родителями Небесной Сотни, с кем я общался. Ведь этот фильм – это памятник их детям, которых уже не вернешь, памятник людям, которые были там. И, наверное, вот эта вот ответственность, она как бремя, она меня и держит, и не отпускает. Продюсер фильма Дэн Толмар рассказывает, конкуренция в номинации «Лучшее документальное кино» в этом году чрезвычайная. Но главное, чтобы киноакадемики хотя бы посмотрели фильм. Они получают пакет из, примерно 70 DVD. И они должны в теории каждый осмотреть и, в принципе, составить свое мнение и поставить галочку против того, за кого они голосуют. Но как мы понимаем, что физически времени просмотреть все у них нет. В основном они смотрят то, что им интересно, в чем они действительно специализируются, либо то, что им сказал сосед, либо то, что они увидели в новостях, либо то, что им рекомендовал кто-то из людей, кому не доверяют. Физически люди голосуют именно так. К сожалению, вот это такая правда, что оскаровская, оскаровская статуэтка в руках 6200 людей, которые не всегда смотрели этот фильм. Если фильм так и получит «Оскар», говорит его режиссер, еще больше людей увидят ленту и узнают о борьбе украинского народа.